Всем привет, я Александр Румянцев. Сегодня у меня новый гость, точнее гостья. Пожалуйста, представьтесь, добрый день. Профессор инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета Гаврилия Ватугера. Очень приятно, спасибо за приглашение. Спасибо, что согласились прийти. Первый вопрос, чем вы занимаетесь? Я доктор экономических наук, при этом я профессор инженерно-технического института. Преподаю, опять же, в финансово-экономическом институте. И занимаюсь я в основном исследованиями, связанными с экономикой и связанными с исследованием общества, то есть социальной структуры общества. И ввиду основного места работы, круг моих интересов, он также включает в себя проблемы рынка жилья, недвижимости, земли и так далее. В общем, у меня достаточно довольно большой спектр исследований. И в последнее время мы занимаемся проектами, в которых работают, с нами сотрудничают специалисты разных дисциплин, наук, в том числе естественных наук и технических, даже медицинских, поэтому, собственно говоря, достаточно большой спектр исследований, можно сказать, охватывают мои компетенции. Мои компетенции, точнее, все, да? Во многих, сферах сейчас развиваются. Может быть, это не очень хорошо, но жизнь такая, что заставляет заниматься этим и тем, и некоторые статьи бывают просто по очень разной тематике. Очень утомительно, конечно, иногда. Как-то сложно все сразу охватывать, да? Не все, но что-то конкретное. Забегая вперед, мы делали выездные с вами съемки. В селе Рассолуда, в Мигинах Магаласского Уса. Закончили. Вчера как раз был последний выезд. Это уже я лично проводила ценовой мониторинг, правда, в поселке Нижний Бестях, поскольку жители Рассолуды закупаются вообще продовольствием и непродовольственными товарами именно в Нижнем Бестяхе, и в городе Якутске, конечно. 3 недели полевых исследований прошли, завершили мы их вчера. Думали уложиться в 2 недели, получилось 3. В принципе, мы практически выполнили все, что хотели, за исключением именно антропометрических исследований, интервью людей по традиционному питанию, точнее, по тому, что они едят, и по сдаче крови. Не все захотели принимать участие в опросе. Это сложность. В этой части проекта мы, конечно, потерпели неудачу в Рассолуде. Такое бывает. Вы там уже не первый год же, да? В Рассолуде в первый год, в первый раз, да. Но до этого мы проводили на протяжении 21-22 годов работы аналогичной в селе Харилах Ленивского улуса. То есть мы все эти поля свои знаем, что примерно делать, как выполнять исследовательскую программу. В Харилахе мы, в принципе, выполнили все, выбрали ту выборку, которая нам была нужна для того, чтобы исследование было репрезентативным. В Рассолуде, к сожалению, не удалось. И проект первый раз такой сложный, связанный с тем, что он междисциплинарный, и, соответственно, приходится еще проводить антропометрические измерения, просить людей сдать венозную кровь на 2 вида анализов, точнее, даже на 3 вида анализов, включая, если мы будем считать еще кровь на глюкозу. Такой сложный междисциплинарный проект РАЙС, который с 2021 года по 2023 год Северо-Восточный федеральный университет под моим руководством выполняет в течение этого обозначенного периода времени. Проект реализуется совместно с университетами МАХИДОЛ, это Бангкок, Таиланд, и университетами Хоккайдо, это Саппоро, Японии, и Токийским университетом, тоже из Японии, соответственно. Коллеги наши завершат проект в следующем году, мы уже в этом. Тоже есть некоторое неудобство в том, что в России проекты начинаются с 1 января, заканчиваются к концу
года в четвертом квартале. А в зарубежных университетах у них год с 1 апреля, соответственно, по 1 апреля следующего года. И у нас есть, мы немножко когда-то кого-то опережаем и, соответственно, раньше завершаем свои проекты, отчетность готовим раньше. Мы находимся в средней школе села Рассолода. Здесь в селе проходят полевые работы, ну, так это назовем. То есть вы здесь собираете социальные, экономические данные, правильно? Да, ну у нас согласно программы исследований, то есть каждый проект он имеет определенную программу, протокол исследования. И в рамках протокола исследования мы собираем несколько видов данных. Прежде всего, это такая большая, обширная социально-экономическая анкета. Она включает около 200 вопросов. Такая же анкета собирается нашими коллегами в Таиланде в 2 селах народа Карен. А помимо этого мы собираем еще анкету, разработанную на основе наблюдения Росстата по частоте потребления различных продуктов питания. Это так называемый Food Frequency Questionnaire. Далее мы начинаем вот с этого года собирать новую анкету по климатическим изменениям, по влиянию климата на жизнь коренных народов. Ну и 4-й вид данных, которые мы собираем, это антропометрические исследования и измерения, исследования и сбор образцов крови у 2 возрастных групп. Это дети с 6 до 12 лет и взрослые, начиная с 19 лет. Мы собираем кровь на липидный профиль, общий анализ крови и измеряем уровень сахара в крови. Ну, соответственно, мы еще проводим антропометрию, это рост, вес. Используя умные весы, мы получаем разные данные по состоянию человеческого тела. Вот эти данные мы используем. Ну и помимо этого мы еще собираем так называемые глубинные интервью, когда мы собираем людей, которые заняты традиционной хозяйственной деятельностью, и записываем у них интервью. Это обычно группы людей, часто мужчин приглашаем, тех, кто заняты охотой, рыбалкой, сельским хозяйством, и они нам рассказывают о том, какие изменения происходят на их глазах за последние 10 и 20 лет, чего они ожидают от изменения климата. И, в общем, это основное. В общем, программа исследований довольно обширная. А вот эти данные, по-моему, после обработки, какой результат вы надеетесь получить? Итак, у нас проект вообще он включает в себя 5 рабочих программ, называемый Working Package. И, во-первых, мы будем получать данные касательно бюджетов, в том числе бюджетов времени домохозяйств, то есть сельских семей, то необходимо для понимания того, как доходы от ведения традиционной хозяйственной деятельности, охоты, рыбалки, сельского хозяйства позволяют сельским жителям формировать их натуральные доходы. Ну, по некоторым оценкам, это примерно 16% от всего доходов сельских домохозяйств в настоящее время. А сколько времени они тратят на ведение традиционной хозяйственной деятельности, то есть вот их расходы, доходы традиционной хозяйственной деятельности и так далее. Помимо этого мы исследуем именно особенности питания сельского населения Якутии. И я бы хотела отметить, что вот в нашей выборке мы взяли 2 основных по численности коренных народа Якутии. Это эвенки и якутское население, и саха-якуты. Вот. Мы смотрим на то, насколько различны подходы к питанию сельского населения. Ну, например, в ноябре прошлого года у нас было завершение 2-го этапа полевых исследований. Мы изучали, например, записывали именно 24-часовые реколы, еще вот дополнительно к антропометрии. То есть мы записываем, как люди питаются в течение суток. Вот. Очень интересно оказалось, что где-то примерно 85% жителей села Харилах,
они в зимний период на ужин едят оленину, тушеную оленину и с макаронами. Абсолютно все. Это было так удивительно. Ну вот такой интересный подход. В общем, посмотрим, как здесь в Россолуде. Я думаю, тут будет много другой тип питания, ввиду других, другой хозяйственной деятельности и так далее, отсутствие оленеводства и так далее. Это потом в дальнейшем как поможет в нашей стороне? Вы имеете в виду проект в целом? Ну да, вот он же там дисциплинарный и международный. Идея основная проекта RISE – это вообще исследование устойчивости коренных социально-экологических систем, коренных народов к климатическим изменениям. И центральным ядром проекта является взять разные коренные народы и посмотреть, как меняются климатические условия в тех местах, где они проживают, и, соответственно, сформировать прогноз устойчивости, неустойчивости этих традиционных социально-экологических систем через такой пункт, как традиционные пищевые системы. В рамках проекта в Таиланде были выбраны 2 общины народа Карен. Я хочу сказать, что вот наши тайские коллеги, они нутрициологи просто в массе своей. И вот поэтому у нас проект включает такую точку, такую рабочую задачу, как именно исследование рациона питания населения коренного. То есть мы проводим дважды в год, в зимний сезон и в летний сезон. Опрашиваем людей, что они ели в последние 24 часа, все досконально записываем, сравниваем. Плюс мы проводим антропометрические исследования, потому что у нас это есть рабочая задача. То есть мы измеряем рост, вес, используем умные весы, снимаем разные антропометрические показания. И люди сдают свою кровь. Они сдают свою кровь это общий анализ крови на глюкозу и анализ крови на биохимию, но только 4 показателя. Это липидный профиль, так называемый, то есть, который характеризует состояние организма с точки зрения обмена веществ. А в Якутии, если народ Карен находится вообще, живут рядом друг с другом, 2 деревни рядом стоящие, я бы хотела отметить, что, оказывается, народ Карен – это совсем другой народ, не тайцы. Наши тайские коллеги на языке Карен вообще не говорят. То есть это их аборигены? Да, это аборигены, да, для них. Таиланд большая страна, почти 50 миллионов человек, да. Это тоже для них определенно с точки зрения аборигены. Живут практически вместе в национальном заповеднике. Им запрещено охотиться, рыбачить, только заниматься собирательством. По идее, возможно, и покупать еду, соответственно, которая добывается вне этого заповедника. У нас мы сначала провели в 2021 году, ввиду того, что мы начали раньше всех проект, у нас была первая полевая стадия, мы выбрали 18 поселений в 16 муниципальных районах Якутии, и все их построили выборку репрезентативную, взвешенную в том числе на людность поселения, с учетом экономического зонирования Якутии. И выбрали в результате 2 общины. Одна община находится в селе Харилах, это Оленюкский улус, это эвенки в основном. Основной вид традиционной хозяйственной деятельности – это оленеводство и охота. И взяли мы вторую контрастную общину, это община Россолуда, Мегинко-Галасский улус, в основном якутское население и традиционное сельское хозяйство, это животноводство и отчасти растениеводство, и совершенно полярная традиционная пищевая система. Сейчас, в настоящее время, мы завершили в этом году первый этап полевых исследований в селе Россолуда, будет второй. Но я уже сказала, что мы, к сожалению, выборку не добрали. Мы должны были бы, по идее, добрать где-то примерно 150 человек. Мы набрали примерно только 33%. Люди не очень охотно шли в этот раз на сотрудничество.
с нами, но вот будем сейчас определяться, что делать с этими полученными данными. Но помимо этого у нас есть еще другие виды обследования, в рамках которого мы работаем. Это анкета по климату, большая социально-экономическая анкета для семьи в целом, для домохозяйства, и отдельный опрос, разработанный на базе всероссийского наблюдения за частотой, за рационом питания, вот именно по частоте потребления тех или иных продуктов питания. То есть вот все, что касается анкетирования, мы набрали требуемое количество анкет. Но вот все, что касается именно антропометрии, сдачи проб крови и вот обследования диеты, к сожалению, я хочу сказать, что мы набрали только 30% на текущий момент от той выборки, которая нам нужна. Вот когда эти данные будут получены, что потом-то с этим делать? Ну, мы посчитаем зависимость нашего населения от традиционного питания, от той еды, которая производится на месте, от локальной еды. Для тех поселений, которые были выбраны, то есть для этих районов, регионов, уже будут разработаны определенные прогнозы, базируясь на тех региональных моделях климата, которые разработаны уже IPCC. Есть разные сценарии подходы, которые разработала IPCC. Это международная группа экспертов в сфере климата. Эти прогнозы уже есть, и в зависимости от них уже, в принципе, построены глобальные сценарии. И вот для двух коренных общин будут построены уже конкретные локальные сценарии. Мы следуем практике адаптации к климатическим изменениям. Они есть в Якутии, и, в принципе, они достаточно удачны. Практика адаптации, это вот в моей голове переселение деревень начинает затапливать. Ну, вы знаете, переселение деревни тут тоже одна из практик адаптации. Вот мы посмотрели в Россолоде интересный кейс. Вы были с нами на месте, вы видели, да, есть нижняя деревня, есть верхняя деревня. Люди переселились, но основное хозяйство осталось внизу, то есть в селе есть дача. И в летний период люди сверху из зимних квартир переезжают в летние квартиры, там, собственно, в летние дома, в летние места, ближе к озеру, ближе к реке, где ведут свое традиционное хозяйство, сажают свои огороды, собственно говоря, держат у них домашнюю просто птицу. Такое удачное, как сказать, расположение получилось, что деревни они недалеко друг от друга находятся. А бывают же моменты, когда там из одного там участка вообще там. Нет, но дело в том, что Россолода это не тот случай, когда они рядом находятся. Это тот случай, когда была построена новая деревня для переселения из старой деревни. И случилось это все из-за крупного наводнения, которое случилось примерно 12 лет назад. Вот. Потом мы видим, что новая деревня, да, она построена была интересно, другой тип уже был построен. Земельные участки были маленькие, то есть строилась не деревня, коттеджный как бы поселок, поэтому люди сохранили хозяйство внизу. Не мешает это им заниматься сельским хозяйством. Потом они провели водопровод летний. Тоже милое дело, говорят, очень хорошо. Нам поливать наши огороды – большое дело. Тоже одна из практик адаптации к изменению климата. Многие люди, садоводы, кто держит свой сад-огород, они пробуют разные новые сорта. Например, там клубнику кто-то садит, малину, разные овощи, фрукты, которые раньше не высаживались в Якутии. Вот они тестируют это. Тоже практика адаптации к климатическим изменениям. Я думал, это такой частный случай, когда есть примеры, где любительницы, скажем, о садоводстве говорю, начинают там высаживать тюльпаны, там какие-то экзотические культуры, тропические. Все это интересные, да, опыты, которые в настоящее время, возможно, у нас, да. Просто я как-то не связывалось это с Нет, этими практиками. это вот тоже, это выбор людей, да, интересная практика. Я бы хотела сказать, что у нас вообще, в принципе, еще одной практикой адаптации является покупка большего объема еды, готовой еды, современной еды в магазинах. Тоже практика адаптации, собственно говоря, может рассматриваться. Достаточно сильно мы зависим от современной еды, я бы хотела сказать. Но и традиционная еда, она, в общем, сохраняет свою устойчивость.
Вот, например, в прошлом ноябре мы проводили исследование в Харилахе, это был второй. То есть сначала мы у них проводили, что они кушают как бы в летний период, а потом в зимний. Вот. Выяснилось, что люди в основном зимний период, в ноябре, вот они, почти каждая семья на ужин ест только оленину. Только оленину. При этом оленину с макарон. Ну, у нас же тоже присутствует сезонность в питании. Там. Сезонность она тоже, да, исследуется вот ввиду того, что вот зимний мы исследуем, летний тип питания. Ну, я имею в виду, что городские жители, они там тоже, допустим, ну, те, кто связан там, родственными связями с разными улусами, оттуда получают еду. Ну, по-моему, уже никто ничего не получает. Все просто идут на рынок и покупают. Ну, я утрирую. Ну, при этом жалуются, что очень дорого. И такое тоже есть, но часть все равно они там, я, по крайней мере, вижу сообщения у своих знакомых, что там кто-то получает, там, привозит там мясо там, какого-нибудь там улуса, рыбу там и так далее, и там и ягоды, допустим. Ну, не все имеют возможность там выезжать, собирать там все это дело, или там, ну, держать скотину или другую живность. Поэтому кто покупает, у кого родственники есть в деревнях, то они... Ну и горожане могут вести традиционную хозяйственную деятельность, собирая ягоды, грибы, по крайней мере. Ну, выращивать что-то на даче, тоже вклад в свою личную продовольственную безопасность. Все равно мы тогда больше-то все-таки зависим от продуктов, продуктового завоза. Ну да, конечно, безусловно. Склада-то нету. По некоторым позициям на 50%, по некоторым на меньшую долю. Да. Потому что у нас такой стратегического запаса, наверное, нету. Ну, я не знаю про стратегический запас, ничего, но я хочу сказать, что вот смотрите, там 100 лет назад Якутия там условно в 22 году это была натуральная традиционная экономика 100%. То есть доля городских жителей это было 10 тысяч человек. Это люди, которые получали жалования, соответственно, приобретали все. Да? Прежде, кроме того, еще в Якутске были огороды большие. Вот, как мне рассказывали моя мама, например, да? Вот, во время Второй мировой войны, голодное время, весь зеленый луг, который вот виден из этого окна, он был засеян под картофель. Люди сажали картошку, как-то выживали горожане. Но вот смотрите, 100 лет назад полностью нейтральная экономика, полностью люди кормились тем, что производилось на территории региона. За малым исключением, то есть там чай, наверное, да, вот какие-то такие, соль, сахар, все это заводилось в вине. Но доля завоза была микроскопическая. И жило население республики не превышало 300 тысяч человек. По сути, как город Якутск сейчас, да? Очень бедная природная среда. У нас очень экстремальные условия ведения растениеводства, преобладает животноводство. То есть можно сделать вывод, что в принципе вот эти 3 с чем-то миллиона квадратных километров земли, они всегда могут прокормить не более 300 тысяч человек, из-за того, что у нас климат такой суровый. Сейчас у нас примерно 1 миллион человек. Соответственно, вот эти 700 тысяч, как бы экстра людей, которые относительно 100 лет назад, это вот для того, чтобы их прокормить, требуется завоз. И, соответственно, конечно, это нормально, потому что есть международное и межрегиональное разделение труда. Люди, мы в современное в настоящее время привыкли питаться разнообразно, не только мясом, рыбой, картошкой, скажем, и разными другими продуктами питания, поэтому все нормально. Просто я вот в разные выпуски передач там разговаривал с разными учеными, там, тоже разные говорят. То есть, допустим, с доктором Николаем Григорьевым, когда разговаривал, наоборот, делал упор на то, чтобы людей привлечь на натуральную еду. Натуральная еда, да, это полезно, и очень многие исследования, правда, я вот сейчас пока не могу сказать, наши результаты пока еще не совсем обработаны, и нам пока еще до выводов еще далеко, но понятно, что 100 лет назад люди были гораздо здоровее в плане, у них не было лишнего веса. Та проблема, которая есть сейчас у большинства, у значительной доли населения Якутии.
А вот у них не было лишнего веса, потому что они не потребляли в таком количестве хлеб и сахар. Да, Вот сейчас да. у нас основные виды якутской диеты это, Макарон. хлеб, хлеб, сахар и мясо. Понимаете? Если мясо навсегда было, но вот хлеба-то и сахара, они же не были традиционными 100 лет назад. Ну или 200, например. Да, в моем Совсем детстве другое. это как раз хлеб и сахар, это как закуска вместо еды. То есть там, когда есть нечего было, там, Ну да, вот иди там, хлеб, вот, масло и сахар. Да-да-да. Ну да, я тоже помню вот это, да. То есть особо там выбора не было, если там быстро закинуться углеводами надо было. Ну, вот, Да. перекус это не то, что сейчас там пошел До в сих пор магазин. осталось в виде пищевой привычки. Да, ну, щас. Быстрые углеводы, много дешевой выпечки, обилие дешевой выпечки. Вот когда я у него спрашивал, типа, что вот мясо, ну, дорогой продукт, ну, то есть там не все там могут это вот все купить, там, пойди на рынок, посмотри, какие цены. Говорит, ну, есть же там, типа, там, дешевая рыба, типа, карасей, там, ну, там вот, где вот тоже есть возможность восполнить там, минеральные комплексы и так далее. То есть есть недорогие какие-то виды мяса и рыбы. Справедливо, да, потому что или вы больше тратите времени своего на приготовление, поддержание здорового питания. Ну, почему люди, которые следят за собой, они вполне себе могут обеспечить здоровое питание в Якутии. Ну, частью оно будет, опять же, восполнено питанием из спортмагазинов, там, где тоже особое спортивное питание, сбалансированное и так далее. И оно стоит, конечно, тоже недешево, но тем не менее. Если говорить про в целом социальные исследования, я хочу сказать, что вот у нас социальные исследования, они развиваются в регионе, находятся на достаточно хорошем уровне. Я знаю многих коллег, которые ведут свои исследования вот так вот. У меня вот такой первый проектом, такой связанный именно с нутрициологами, с большим числом анкетирования разных видов. До этого были проекты, они имели более такой экономический характер. Ну, как руководитель проекта, дело руководить проектом, организовывать работу, в том числе привлекать специалистов разного профиля. Вот, и я хочу сказать, что, ну да, у нас социальные исследователи, это исследователи, которые работают, знаю некоторых хороших коллег, которые работают в полях по 30-20 лет. Это тяжелая работа. Мы обсуждали как раз с моей аспиранткой, что в прошлом году поступила в аспирантуру по социологии 3 молодых человека, например. Я говорю, ну, слава богу, в конце концов, пришло сознание, что социальные науки – это не совсем для женщин, это тяжелый труд. Да, потому что у нас, да, вот я не знаю, я где-то там в интернетах тоже где-то на какую-то там мою, может быть, там, я не знаю, реплику там или там какую-то тоже заметку о нашем проекте, там кто-то писал, вот почему профессор, он не едет там, например, в поля, почему он там не закапывается в снег и не живет там, ну, где-то там в палатке, там, в минус 50, там, это. Слушайте, нас, по-моему, будут с экстремальными туристами, социальных исследователей, это одно. Но, во-первых, я хочу сказать, что социальные исследователи, это вот в отличие от естественно-научников, которые имеют дело с неодушевленными предметами или, по крайней мере, с флорой и фауной, мы, социальные исследователи, имеют дело с самым, как я говорю, опасным хищником на Земле, это с человеком, знаете ли. И поэтому тут тоже есть свои какие-то определенные нюансы, да. Я хочу сказать, что вот эта сфера, особенно социальные исследования, связаны или социальные методы в естественно-научных науках, и наоборот, реализация вот междисциплинарных проектов с естественно-научниками дает, конечно, вот такой хороший тонус нашей социальной науки, социальным исследованиям. Вот. Формируется достаточно много интересных выводов, которые потом обнародуются в виде научных статей, публикаций. Это ну вот, поднимает наши рейтинги. Я хочу сказать, что наука – это вообще, вот, знаете, может быть, там, я не знаю, 20 лет назад какие-то, я работала в научном институте, тогда экономики Севера, было какое-то такое отношение у людей, ну, что вы там занимаетесь, там это. Вот, вы знаете, я последние 10 лет работаю в университете, и я хочу сказать, что я работаю очень-очень интенсивно. Мы вообще, конечно, очень замучены, ну, своей работой, как правило. Вот. И мы всегда работаем в такой остро конкурентной среде.
Понимаешь, сейчас вот на данном жизненном этапе, что вот задача вырастить молодежь аспирантов. Есть, конечно, определенный провал с людьми, которым сейчас должно было быть там 30-40 лет постдоками. Сейчас я профессор и аспирант. Нет. Вот на кого вот переложить, например, сейчас вот там 30-40-летних вот этих. Преемственности. Ну да, какой-то провал есть, к сожалению. Это... Ценишь людей, которым сейчас 40, а просто как зеницу, которые вот не ушли в науку, а остались и работают там, и успели защититься, и все у них нормально, ценишь их. Вот сколько, ценишь молодежь тоже. Сколько у вас социологов сейчас в республике? Я не социолог, я экономист. Ну, социологов, ну, я думаю, наверное, ну, не более, наверное, 5-6 хороших специалистов на республику. Ну, почему спрашивал, тоже так, давно с Ну, может быть, археологом 10, может быть 10, может где-то 10. Это немного. Бывает, что вот я доктор экономических наук, нас тоже не очень много в республике. Всегда знаешь коллег, кто чем занимается и так далее. Ну, вот, например, одна коллега уехала. Просто по личным причинам в другой регион. И уже понимаешь, что вот какое-то научное направление, оно в регионе начинает проседать. Понимаете? Невозможно найти внешних экспертов, которые бы знали бы эту ситуацию изнутри, которые бы изучали эту тему там, ну, скажем, 20 лет, и знали бы ее точно. Уезжает специалист, например, в сфере демографии, все, как-то регион начинает подвисать, я считаю. Это проблема. Ну, да, соглашусь, есть такое. Да, ну и потом, собственно говоря, люди, касающиеся моего поколения, например. Мы, в отличие, например, от предыдущего поколения, которые работали долго, начинали в советское время, там, шли молодыми, работали по 50 лет на одном месте, то есть до 75 примерно лет. Мы, наверное, мое поколение, наверное, будет работать меньше. Ну, в смысле, сроки. Нас тоже постоянно давят, то есть какие-то там есть определенные градации. Там, у вас должно быть столько-то процентов следователей в возрасте до 39 лет там, и так далее. Эти личные рейтинги и так далее. Мы вот в какой-то постоянной конкурентной гонке, в самом деле. Не знаю, может потом преподавать, но у меня там, допустим, преподаватели довольно возрастные были, практически до самой Ну, смерти это вот работали. когда вы были студентом. Сейчас очень требования у нас меняются постоянно, и высшая школа, и научные исследовательские организации, мы все, ну, последние, по крайней мере, лет 10 находились в стадии реформирования, и у нас постоянно, вот, говорю, KPI, постоянно вот эти вот показатели эффективности, мы все прекрасно знаем требования, которые предъявляются к нам, требования регулярно ужесточаются, но вот постоянно мы в какой-то определенной в конкурентном таком процессе мы находимся. Потом же неким будет заменить, наверное. Да, это проблема. Поэтому ценим молодежь. Одна из рабочих задач нашего проекта – это подготовить следующую смену научных исследователей. Это вот выбито должно быть золотыми буквами вот в каждом научном проекте, что у вас там должно быть столько-то аспирантов, и при этом эти аспиранты, они не просто там, ну вот числятся, ты делаешь всю эту работу. Нет, вот сейчас полевые в Россиологии, и я работала как руководитель, и 4 аспиранта было. При этом люди все абсолютно из разных областей, и как-то вот в том числе и экологи, и там аспирант, например, инженерно-технического института, они все равно вот приобретают какие-то определенные навыки, когда помогают нам проводить наши полевые исследования, потому что они в проекте, и помимо своих задач, ну вот мы их тоже привлекаем, потому что не хватает рабочих рук. И нормально, тоже так, в принципе, все хорошо. Им когда-то это, возможно, пригодится в их работах. Ну, если они продолжат заниматься наукой, то, скорее всего. Ну, понимаете, я хочу сказать, что путь в науку у людей, он разный. Но если тебе суждено, и ты от этой стези никогда сильно не увиливал, то, значит, ты будешь этим заниматься и будешь, наверное, успешным в этой деятельности. Путь в науку у всех людей разный. Ну, это, я не знаю, я, наверное, фаталист. Ну, да, это судьба, наверное, так предназначена. Ну, понимаешь, что, да, наверное, можно было бы заниматься бизнесом. Я бы, наверное, была бы гораздо богаче сейчас, и, я не знаю,
и так далее. Но, может быть, бы я все равно чувствовала себя какую-то недореализованность, например. Ну вот знаю людей, которые, наверное, жалеют о том, что могли бы заниматься наукой, ушли в бизнес. Вот. А сейчас, ну, как-то, да, понимаешь, ну, а кто, кроме тебя-то, всем этим заниматься будет в регионе? Ну, вот, иногда. У самурая нет судьбы, есть только путь или что-то? Абсолютно. Я с этим согласна. Нет цели, путь только путь. Да, нет цели, есть только путь, да. Ну, потому что в наше время вот какие стимулы заниматься наукой? Ну вот у нормального исследователя это решение тех или иных задач. Наверное, его персональный рейтинг, то есть, который выражается в числе публикаций высокорейтинговых журналах, в Хирше там и так далее. Не знаю, всю жизнь заниматься наукой с тем, чтобы стать академиком, там, чинкором. Это ведь тоже не должно быть целью. Сейчас видно, что академия в кризисе, и мы знаем, какого качества бывают члены академии, чинкоры в том числе. Ну да, думаешь, боже мой, ну, ладно, ну, академия в кризисе, понимаешь. Проблема в том, что в последнее время, да, у нас как-то наука немножко расслаивается, на мой взгляд, становится как-то. Есть, вот тоже читаешь телеграм-каналы, посвященные высшему образованию, научным исследованиям, говорят, есть два контура, они не пересекаются. Один контур друг друга награждает, а второму контуру некогда ходить на эти награждения, потому что он реально сидит, работает, у него дедлайны там по теме, по госзаданию. И вот, например, там в прошлом году было какое-то мероприятие, тоже 30 ноября, предположим, очень хорошее мероприятие, все хотели сходить, но никто не пошел, потому что дедлайн по госзаданию, да, и все писали. Все писали отчеты. Научных было мало на мероприятии. Были только чиновники. Вот. Есть такое. С другой стороны, я хочу сказать, что научная карьера, она, в принципе, в настоящее время оплачивается лучше, чем, скажем, 10-15 лет назад. То есть вот поступательно, если у тебя есть проект, если у тебя есть грант, ты выполнил одно, перешел, как бы опубликовался, есть хорошие публикации, можно подавать дальше на гранты, получать гранты, то есть вот реализовывать, так сказать, свои научные амбиции за счет государственных денег. То есть это вот до сих пор работает. И я бы хотела еще сказать, что научная карьера, вот что ни погляди, она более устойчивая, чем, например, карьера чиновника, я не знаю, иногда бизнесмена. Бизнесмены очень часто рискуют, я как экономист знаю. Можно же прогореть. Не у всех потом банкротиться, не у всех потом хватает сил душевных начать все заново. Ну, там только 10%, наверное, верхушка айсберга кто-то. Да, понимаешь, сколько человеческих усилий, да, ты тратишь на это, как ты рискуешь своими деньгами. Чиновники, вот тоже, например, чиновники, которые уходят на пенсию, они говорят, что, боже, мы для предприятия реального сектора вообще никчемные люди. Ну, что мы умеем, что мы можем, кому мы нужны. Ну, вот, некоторые там, ну, например, коллеги говорят, что, мы же рано выходим на пенсию все-таки в нашем регионе, и потом думают, ну вот, некоторые уходят там с чиновничества, говорят, чем мы будем заниматься. Вот я пойду, например, 1С учить, говорила одна моя знакомая на днях. Потому что, говорит, иначе, говорит, кому я нужна. В то же время научная карьера, да, она все-таки долгая, и если ты, кандидатская, докторская, звание там профессора получил, то ты, конечно, востребованный человек все равно. Потому что это очень долгий такой путь, поэтапный, последовательный. Набираешь вот это качество медленно, и зависит от того, где ты нужен. Можно переехать в другой регион теоретически всегда, потому что всегда есть востребованность высококвалифицированных кадров. Проблема в том, что ты всегда борешься с собой, наверное. Есть такое понятие, как эмоциональное выгорание. Вот когда перерабатываешь, очень часто иногда бывает, что требуется время, то, чтобы просто вот восстановиться, дальше идти писать и так далее. Современные технологии, кстати говоря, вот когда крупный проект у тебя идет, очень важно иметь, так сказать, вот эту поддерживающую инфраструктуру в проекте. Есть технические специалисты, которые тебе помогают. Это, например, может быть переводчик высококлассный, социолог, который занимается обработкой, то есть вводом данных, например, и так далее, и так далее. Когда задача очень большая и работы очень много,
Очень важно понимать, как планировать операционный проект по времени, формировать вот людские ресурсы, подгадывать, когда все свободны, вот сейчас можем, и так далее, и так далее. Ну, нормальная проектная деятельность. Кому делегировать, где на кого ты можешь положиться. Хороший, ответственный аспирант, залог вообще успешной реализации проекта. Потому что он молодой, активный, и вот, например, когда он еще очень суперответственный, это вообще замечательная вещь. Ну, ему же тоже хорошо. Будет делать диссертацию на огромном собранном материале. Борис Абрамович, по-моему, говорится... Борис Моисеевич, простите. Борис Моисеевич, да, простите. Вот он же стал успешным предпринимателем, который создал производство БАДов и настоек, говорит, бетукладин, кажется, да? Ну вот мы записываем Простите, передачу. да. Это же локальный продукт, который вот очередь за ним стоит. Сама хочу купить, как-то укреплять свое здоровье, подорванное в полях, в научных полях. Я думаю, что, конечно, есть определенные ниши, определенные преимущества. Надо просто смотреть вот своим незашоренным научным сознанием на те возможности, которые вам предоставляются. Но единственное, вот про себя хочу сказать, что я всегда настолько занята еще плюс преподавание. У меня сейчас 2 новых курса в университете, это все отнимает массу времени, конечно, которое можно было потратить на совсем другие активности, в том числе, может быть, на зарабатывание денег путем создания частного бизнеса. Ну вот так. Для научных исследований людям необходим нормальный обмен информацией. Нормальные выезды на конференции, вот то, что считается так называемым научным туризмом, обмен мнениями, общение в комьюнити и так далее. За последние 2 года стало гораздо сложнее выезжать на конференции. Например, в этом году я вообще никакой зарубежной конференции себе не запланировала по гранту, только, может быть, стажировка и только именно встреча с коллегами. Почему? Потому что, ну вот, например, выезжаешь в Европу, да, там получаешь визу там, на месяц, эту шенгенскую, все очень сложно, с билетами, с бронированием гостиницы, оформлением виз. Ну, как-то чувствуешь себя в достаточной степени унизительно, ну, знаете ли, это... Вот, и, конечно, необходима определенная стабильность, обмен информацией, допуск к современным базам данных, научной литературе и так далее. Когда встает вопрос о бойкоте российской науки, я всегда людям хочу сказать, что, извините меня, российская наука – это не российский спорт. Мы, ученые, люди, прежде всего, интернациональные. Мы никогда не защищаем национальный флаг. Мы не национальная сборная. Да, в рамках международного проекта я, вот лидер российской команды, моя задача, чтобы мы выполнили максимум из поставленных задач, чтобы мы, ну извините меня, там где-то не налажали. Ну вот, чтобы ошибок или недоборов вот, по решению задач был минимум. Но я, извините меня, я же не национальная сборная, я же не хожу с флагом там, и так далее, и так далее. Поэтому для меня бойкот российской науки, ну это вообще, это очень странно. Я знаю примеры, когда коллеги, у которых были международные проекты, там, скажем, с европейскими странами, они буквально год назад были, ну как сказать, эти проекты были в одностороннем порядке остановлены с европейской стороны. С Америкой у нас не было проектов совместных там где-то с 16-го уже года, с 14, 15, 16 годов. То есть у нас вот вообще крупных международных проектов с США не было давно. Ну это удивительно. Вот мой проект, он как-то еще выжил, действует ввиду того, что он все-таки с Азией. И он был как раз вот по программе и Asia Climate Call, он международный, Азия в этом плане такая более, гораздо проявляет более гибкий подход, понимаете, к работе с российскими учеными. Ну вот, ну знаете, ну просто табуирование работы с российскими учеными, наше шармование, ну знаете, это вообще, ну, это как-то мне непонятно. Политизирует вопрос. Нет, ну да, например, коллеги делятся информацией, они же знают этих людей там 5-10 лет, и тут приходит им директива, что вот все с российскими учеными работать нельзя. И как? Ну как это вот все? А при этом проекты, например, они уже начались,
И российские научные организации, фонды их продолжают финансировать со своей стороны. А вот со стороны там, других фондов там отказ и все. Это же обидно с точки зрения того, что не решены какие-то определенные научные задачи. Они не будут решены уже, ну не знаю, в ближайшие там, несколько лет. В конце концов, это нехорошо. Деньги выделены европейскими, например, там, научными фондами. Деньги не будут освоены. Россия останется большим-большим неопознанным пятном на международной, вот, мировой научной карте мира. Это плохо. Вот поэтому я искренне вообще, как сказать, расстроена тем, что такое было возможно в плане там, изоляции российской науки и так далее. Я считаю, что это не та сфера. Не та сфера, в которой возможны такие меры. Ну вот мы завершили наш выпуск, поговорили с Туяр Гаврилевой о экономических процессах, о социальных исследованиях, вообще о науке в целом, о ее развитии, возможностях, куда она идет, работе ученых, аспирантов. Надеюсь, вам будет интересно. До свидания. Спасибо за приглашение, Александр. Спасибо вам, что время уделили.